имени большого коллектива нашего профессорского преподавательского состава приветствуем вас на наших угловских чтениях. Угловские чтения проводятся у нас ежегодно, уже 13-й год. Мы знаем прекрасно, кто такой Федор Углов. Это мероприятие у нас всегда призывает только приятные эмоции. Вам обязательно надо прочитать всю жизнь, историю этого великого академика, врача. У него золотые руки. Наши гости, спикеры, Лыткин Матвей Иванович, и сегодня вам расскажет очень хороший, приятный вещи. Вы, пожалуйста, до конца прослушайте. Наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на всех времена. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Широкий простор для мечты и для жизни, грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Будем дисциплинированными, ответственными, активными, неутомимыми в действиях, чтобы стать творцами своей достойной жизни и процветания нашей бесконной, многонациональной, любимой, великой Родины России. Его техникой операции. И получил сертификат как долго практикующий хирург. 75 лет хирургического стажа. Это никто не мог лучше его так делать. Представляете, получил сертификат рекорда Гиннесса. Вот. Очень крупный, большой ученый, всемирно известный, написал сотни, тысячи статей, очень много книг. Он был директором Института пульмонологии, организатором и директором. А в дальнейшем он был заведующим кафедрой и другие наркотики, табак, алкоголь и так далее, который унес в могилу за всю историю человечества больше людей, чем от голода, холода, травм, болезней. Поэтому сегодняшнего дня вы внимательно слушайте, да? И, пожалуйста, не пейте. Мало этого, вы еще должны пропагандировать, информировать. Сегодня же уже начинать эту пропаганду среди населения. С ним вот проводили большую работу. А сейчас прошу включить первое видео. Посмотрите. В России он разработал уникальные операции по лечению рака. Сборника вырезать и сжечь. То есть Иван Штарова вырезали сожгли, вот, а все раздали доклад без этих страниц. Но все возмутились как-то. Ну, спокойно, когда сказали, мы тогда тоже не будем выступать. Ну ладно, дайте. Ну, я вышел и сказал, что вообще проблема наркотиков страшна. Не с наркотиков, которые пользуются наркоманами. Что если у вас есть якутские вот такие профессора, как Карл Георгиевич, ну, о себе я тоже завидую, потому что действительно по жизни Федор Григорьевич Углов был моим учителем, великим учителем, был моим старшим товарищем, а общем-то, я согласен с Александром Николаевичем Гуровым, он мне заменил и брата ушедшего моего отца. Память о Федоре Григорьевиче как великом человеке. Вы знаете, это человек, который спас наш народ от уничтожения. Вот у индейцев в Америке не оказалось блока, и индейцев уничтожили алкоголем, смирились с лица земли. А у нас с вами оказался такой человек, как Углов, он поднял знамя борьбы за трезвость,
поднял его высоко с высочайших научных, гражданских, патриотических позиций. Анатом изучил тысячи больных, умерших, употребявших алкогольные изделия, табак и так далее, и создал музей из органов этих людей, да, на кафедре анатомии. Вот, кто не был там, пожалуйста, можете прийти посмотреть. Это самый лучший музей России и мира. Вот. Так, почему? Потому что там представлены уникальные экспонаты. Вот. Во-первых. Во-вторых, я вам должен сказать, что алкогольный яд очень страшный, он поражает не только людей, но и животных, насекомых, все живое, все живое. Вот приведу такой пример. Взяли, ну, у животных есть иммунитет такой, да? Они защищаются, но тем не менее умирают от отравления. Взяли, эксперимент провели. 10 поросят одномесячных заключили в замкнутое пространство, так, посмотреть, как они будут себя вести. И вот они несколько дней дрались, потому что жизнь — это борьба, там сильнейший побеждает. Так. И один поросенок всех победил. И стал президентом вот этой группы, руководителем. Он разрешил, он пробовал пищу, так, и потом разрешал по ранжиру всех кушать. Так вот, однажды экспериментатор случайно налил в еду пиво. Так? Вожак подошел, понюхал и стал кушать. Все прибежали, стали кушать, опьянели. Несколько дней стояла драка, вожака не слушались и так далее. Да? А потом, когда протрезвели, вожак взял бразды в свои руки. Ну тогда экспериментаторы решили проверить, а что будет, если нальем, да, второй раз. И налили. Тут вожак подошел, понюхал и не стал есть. И другим запретил. Ну, попасть по говорит, да, на поросячьем языке. Короче говоря, вот, видите, они уже тоже понимают, что это яд, потому что это заложено. Физиологи, которые уже в 19 веке обнаружили, что даже малые дозы алкоголя вот, действуют вредно. Полуумие у человека, поражается головной мозг. Иван Петрович Павлов тоже. Далее вот Сеченов, физиолог, и невропатолог Вехтерев. Вот Вехтерев писал так: бедность и преступления, нервные и психические болезни, вырождение потомства. Вот что тогда алкоголь. Так, далее. Вот перед вами Федор Григорьевич в Таврическом дворце. Вот как раз я присутствовал там. Выступал от имени врачей Якутии, России, трезвенческих организаций, поздравил его со 100-летним юбилеем. С ним вместе. Видите, да? Культура, никакой спорт не заменит физическую работу. Вот, поэтому обливался холодной водой, видите, 2 минутами. Кто-нибудь из вас обливается, поднимите руки. Вот. Дальше, люби работу, и физическую тоже, владей собой. Никогда не травись ни алкоголем, ни табаком, иначе бесполезно будут все остальные рекомендации. Делай добро и так далее. Ну, короче говоря, вот эти жизненные принципы очень важны. Так, следующее. Вот это здоровье, вот это вот мое определение. Так, сфотографируйте. Почему? Потому что это закон. Закон. Дальше. Вот сердце поражается, видите? Ожирение сердца. Особенно, когда человек пьет пиво, шампанское,
У него вот ожирение очень. Дальше. Печень тоже поражается. Печень поражается. Видите? Ожирение печени, потом цирроз и рак. И в страшных мучениях этот человек умирает. Понимаете? Там у него в брюшной полости до одного ведра жидкости, так? Желтуха, бессонница, кровотечение из заднего прохода, из вен пищевода. В страшных мучениях умирают. А вам это надо? Следующий, вот видите? Почки то же самое. Дальше. Вот. Атеросклероз кровеносных сосудов. Дальше. Дальше. Вот видите, атеросклероз миничных артерий. Вот. И синий это соли кальция, так твердые становятся. Просвет суживается, тромбы там образуются. И все. Вот инфаркт и прочее там. Ишемическое болезнь сердца. Дальше. Вот этот молодой человек, 23 лет, пил, курил, умер от кровоизлияния головной мозг. Дальше. Обморожение. Ему отрезали нос, он ходит с дырками тут. Руки посмотрите. И даже инвалид ничего не может сделать. Обуза в обществе. Дальше. Вот это вот, смотрите, 17-летний парень приехал учиться сюда, да? В общежитии 5 в комнате были. Он один не пил, не курил. Дали экзамен, и он выпил одну рюмку водки и задохнулся в рвотных массах. Видите? Поэтому никогда не надо заставлять людей пить и так далее. Есть же вот эти вот алкаши, там, пьяницы заставляют пить же. Что, рыжий что ли? Почему он не пьет? И так далее. Компании вот эти вот. Вот сегодняшнего дня вот вы молитесь против этих всяких выпивок, компаний и прочее. Дальше. Вот сифилис, нос провалился. Передается половым путем. А когда люди пьяные, они вступают в беспорядочные половые связи, заражаются гонореей, сифилисом и так далее, и так далее. Вот этот человек пил, курил, умер от рака легких и желудка. Следующий. Ну это вообще уникальный слайд, единственный в мире. Наша культура так стала алкоголиком и пролежал в больнице психиатрической вот здесь у нас, в городе, да? Вот. Посмотрите. Значит, руки, ноги отрезаны, а внутренние органы все измененные, мозг вообще маленький. Я вскрывал его как раз. Это уникальный слайд, нет в мире такого. Да, вот пьют родители, вот, расплачиваются дети, видите как? Дальше. Основные причины рождаемости детей: алкоголь, табак, курение, наследство. Да, дальше. Вот это вот очень интересный слайд. Половые клетки человека в норме, здоровые, да, вот яйцеклетка круглая, и сперматозоиды. Это латочные трубы. Вот там оплодотворение происходит. А вот через 15 минут, если человек выпьет пиво, бутылочку так, бокал шампанского, рюмку водки, через 15 минут посмотрите, какие изменения. Яйцеклетки и вот сперматозоиды. И вот рождаются дети уроды. Давайте дальше. Вот такие вот дети. Так, дальше. Вот такие вот дети. Дальше. Так, дальше. Дальше. Вот как раз вот эти вот слайды я вот собирал. В музее у нас. Так. Вот видите, гидроцефалия. Вместо головного мозга вода. Видите как? Дальше. Дальше. Видите? Дальше. Ну вот.
и автор учебного пособия «Алкоголь, коварный разрушитель организма», основанный на многолетнем изучении патологических изменений в органах умерших от алкоголя людей, призываю вас полностью отказаться от вредных привычек от употребления алкогольных изделий, так как это сделал 17-летний юноша Борис Карташ, написавший замечательное стихотворение «Очнись, великая Россия! Очнись, великая Россия! Из пьяных четверенек встань! Довольно алчным хамам змея платить чудовищную дань! Быть или пить — всего два слова, но в них душой мы горим. Вот наше поле Куликова, вот где замысленно постоим. Если хочешь легчения, хмельные путы разорвать, вернуть народ свой трезвой жизни, будь трезвым ты, стань наш враг. Будьте трезвыми, чтобы стать творцами своей достойной жизни и истории страны. Спасибо! Коллеги, вы слышали, что мы проводим философские чтения с 2009 года. Вот на первых угловских чтениях как раз были Жданов Владимир Георгиевич, который выступал, которого вы видели сегодня на экране, и президент Международной академии трезвости Майоров Александр Николаевич. Зал был полный, студенты слушали с большим интересом. Но вот в связи с тем, что вот 2 года мы работали в условиях дистанционного формата, ежегодно Карл Георгиевич проводит, но я пришла вот после большого перерыва, потому что мы все работали в дистанционном формате. Я наблюдала за вами, кто как слушает Карла Георгиевича. И видела, что многие слушают его с неподдельным интересом. Это люди, которые неравнодушны к своему здоровью, главному богатству каждого человека. Вы это поймете, когда будете, конечно, пожилыми людьми, когда проживете большую жизнь. Сейчас вы молодые, но тем не менее, вот те, кто очень рано задумался над этим вопросом серьезным, которым занимается Карл Георгиевич на протяжении вот уже многих лет, то вы поймете, что угловские чтения, которые мы проводим здесь, в стенах университета, это залог успеха. Это главное условие жизни каждого человека, полезной, интересной жизни. Цель нашего проекта в том, чтобы на примере жизни Федора Григорьевича Углова, академика Углова, показать, какие неограниченные возможности у трезвого человека. Жаль, что вот вы не просмотрели фильм, который был снят нами, вот, когда Карл Георгиевич ездил как раз на столетие со дня рождения Санкт-Петербург, встретился с ним, и потом видео, которое шло, снятое вот Малышевой по программе «Здоровье». Это уникальное видео. И чтобы, во-вторых, вот вы убеждаетесь в угловских чтениях в том, что законом трезвости Карла Георгиевича это, вот как я уже говорила, вы убеждаетесь в том, что алкоголь это яд, это наркотик. И перед людьми стоит выбор. Что выбрать? Алкоголь или трезвость? Пить или не пить? И вы видели тоже очень хорошее видео о том, как 17-летний юноша написал такое чудесное стихотворение. Первое эссе написала девушка-сирота из детского дома.
она была не на угловских чтениях, а на экскурсии вот в музее Карла Георгиевича Башарина, вот на кафедре анатомии. Вот что она пишет. Меня зовут Белокрыс Вика. Мне 16 лет. Честно сказать, до посещения музея анатомии я думала, что все это чушь. Сигареты — это модно, говорили друзья. Я даже не представляла, какие рождаются дети у пьющих и курящих людей. Это зрелище не для слабонервных. Я 3 дня обдумывала, что мне дороже. Здоровье моих будущих детей или пачка отравы и банка яда. И пришла к тому, что лучше здоровые дети, чистая кожа, чем умереть раньше или мучиться от занудного кашля. Хотела бы закончить свое письмо тем, что от всей души хочу поблагодарить вас, Карл Георгиевич, за ваш труд, за предоставленную возможность увидеть своими глазами. Спасибо. Пишет ученик, который приехал, вот, я дочитаю, не буду вам комментировать. Уважаемый Карл Георгиевич, меня зовут Артем, мне 15 лет, учусь в Москве, приехал в Якутск на каникулы. Сегодня я снова услышала о вреде алкоголя и табачных изделий. И не впервые сказал сам себе, что никогда, ни при каких условиях не буду все это употреблять. Более того, как Карл Георгиевич буду пропагандировать и распространять все то, что я сегодня увидел и узнал о вреде любых веществ, алкоголя, табачных изделий. Сам я вырос в неблагоприятной семье. Отец пил, мама его бросила. Я видел все, что происходило в семье, и никогда не буду ставить это в пример своим детям и близким мне людям, друзьям. Вы увидите, вот 15-летний человек не просто выбрал, что трезвость – это самое главное условие жизни, полезной, интересной. А он еще будет активным пропагандистом. Сегодня бросить это дело. Поднимите-ка руки. О, смотрите. И то хорошо. Видите-ка, вот это люди, которые внимательно слушают. А кто-то тут спит, кто-то думает совсем о другом. Надо слушать, внимательно слушать и делать выводы. Так, сейчас слово предоставляется Лыткину Матвею Ивановичу, руководителю общего дела Якутии, так, и академику и вице-президенту Международной академии трезвости. Пожалуйста. Эффективно. Если мы ничего не поймем, если ничего не примем, никакого решения не примем, то мы просто время, которое не возвращается, потратили зря. Значит, каждый год вот эти угловские чтения кого-то спасают. Запомните, вот жизнь человека зависит, качество жизни зависит от правильно принятых решений. Вот я очень благодарен, когда человек в возрасте, доктор наук, делится своим опытом. Почему это важно? Потому что 2 раза никто не живет. Человек живет всего 1 раз. И умный человек учится на чужих ошибках. Дурак идет и попадает в яму. Поэтому вот то, что про алкоголь,
много сейчас. Распространяют много. Хода не дают. 6,5 миллиардов рублей город Якутск тратит на алкоголь. Мало ли это много? Очень много. Потому что алкогольный рубль, называемый пьяным рублем, смело умножается на 10. Получается полбюджета республики мы тратим на алкоголь. Потом мы говорим, почему мы бедные, почему у нас дороги нет, почему этого нет, этого нет. Потому что мы тратим деньги свои на алкоголь, на наркотики. А почему так происходит? Потому что мы не приняли решение. Мы сомневаемся, пить или не пить. Друг предложил, подруга предложила, пить или не пить. Почему вы так делаете? Потому что вы не приняли решение. Давайте сегодня примем решение. Очень качественное решение. Я тоже был студентом. Мне сейчас 55 лет. Я был студентом, как будто вчера. Первокурсником. Вот я помню, как первый курс пошел. Вот вчера был. А сейчас уже 55. И что делать? Я думаю, как вы. И смотрите, всего 1 минута. В один момент после лекции Карла Георгиевича я принял решение. Не будет у меня алкоголя. В Библии пишется, самая мудрая книга пишет: трезвитесь и бодрствуйте. Ибо дьявол ходит вокруг вас, как рыкающий лев. Кто такой дьявол? Зло какое. Плакат, смотрите. Алкоголь — мать всех трагедий и бед. Он приходит как соблазнитель, как праздник приходит, разными красками. Он приходит к вам в вашу жизнь как праздник, но выйдет, смертью выйдет, боком выйдет. Видите, какие дети рождаются. Вы все молодые люди, вы будете строить свои семьи и так далее. Поэтому выбор делаем сегодня. Сегодня очень ответственный момент. Сегодня решается ваша судьба. Сегодня вы будете выбирать, к козлу идти или к добру, к процветанию или к уничтожению. Тем более сейчас в мире не все спокойно. Я приведу 2 цифры. По количеству убийств тяжкие преступления всегда связаны с алкоголем. По количеству убийств Якутия занимает 2-е место после Тывы. Тыва занимает 1-е место в мире. Вы представляете, что творится? А мы сегодня еще думаем, сколько еще магазинов открывать алкогольных. Вообще непонятно. 2-я цифра. По количеству алкоголиков на 100 тысяч населения Якутия занимает 1-е место. В России. Россия — одна из самых пьющих стран мира. Статистика говорит. Надо ли нам еще говорить о трезвости? Надо ли нам еще думать, пить или не пить? Не пить — это единственно правильный выбор сегодня для Якутии. А вы будущее. Вы будущие руководители. Вы будущие преподаватели. Если вы будете пить, ребенок делает то, что делается в дому, что видит в дому. Если будете поднимать шампанское, они тоже будут поднимать. И вы это тоже будете делать. Потому что это и есть программа. Любой ребенок повторяет то, что делает родитель. Поэтому вы, будущие родители, сегодня принимаем решение. Присутствие Карла Георгиевича. Созрели? Созрели? Готовы? Давайте. Да. Тыва, да. Ну, это статистика Росстата, вот июль месяц. Она может быть плюс-минус где-то меньше, плюс. Рюмка водки убивает 10 тысяч мозговых клеток.
Не чужих, а ваших. Сегодняшние наши встречи с вами, да, этот отдел очень хорошо работает в университете, куратор, всех. И благодарю вас, вы все пришли, ну, постарались прийти, некоторые, как сказать, уходили, как будто это их не касается. Волна уйдет, да, выступление стихотворением, марафонский забег. С первого шага младенец идет марафонский забег. Нет славы ни денег, а есть человеческий век. Промежуточных финишей в этом забеге не счесть. Каждый выигрыш – это великая честь. Но забег продолжается. Финиш все же один. И победы сменяются мертвой точкой тяжелых годин. Малодушное желание взять и бросить забег, но второе дыхание не у всех, не у всех. Кого лавры подводят, кого дым, кого спирт, а кого от природы хватит только на спринт. И чем дальше, тем меньше бегунов на кругу, и все чаще услышишь: ухожу, не могу. И сходят, оставляя жизни яростный труд, смерти вызов бросая. Марафонцы бегут, будьте марафонцами.